День за днем мы следим за развитиями событий в республике и за ее пределами. Подводя итоги этой недели, я и мои коллеги расскажем о самых заметных новостях. В эфире программа «Якутия. День за днем». В студии Петр Васильев. Здравствуйте. В начале коротко о темах выпуска. Глава Якутии выступил с ежегодным посланием к Госсобранию Илтумен. Главной его темой стало объявление 2024 года годом детства в республике. Расскажем основные моменты послания. В Нерюнгринском районе Якутии открылся новый аэровокзал. Он приспособлен к обслуживанию всех современных типов воздушных судов. Главную ледовую переправу из Якутска в Нижний Бестях планируют открыть 5 января. Исходя из погодных условий, срок может быть скорректирован. Счастье, как известно, нельзя купить за деньги, а вот поделиться им очень даже можно. В этом убедились и жители Алдана, побывав на предновогодней ярмарке счастья. В Нерюнгри начала работать резиденция Деда Мороза. Это не только атмосферная экскурсия, но и увлекательные мастер-классы, зажигательные танцы и, конечно, новогодние подарки. Объединяя всех якутян, глава республики Айсен Николаев озвучил 6-е ежегодное послание к Государственному собранию Илтумен. По его словам, новый 5-летний этап развития станет временем необратимых изменений и больших преобразований. Обо всем по порядку в нашем следующем сюжете. Глава Республики Саха-Якутия Айсен Сергеевич Николаев. Первое, на что глава Якутии обратил внимание, подводя итоги уходящего 23-го года, это устойчивость экономики республики, подчеркнув вклад региона в укрепление экономического тыла страны и преодоление беспрецедентных санкций. Валовый региональный продукт за 23 год оценивается не менее чем в 2,3 триллиона рублей, а его реальный рост составит 3,5%. Якутия – первый регион в стране по темпам экономического роста за постпандемийный период. При этом растут и собственные доходы консолидированного бюджета, которые достигли в этом году рекордного объема в 255 миллиардов рублей. В этой борьбе Якутия по праву становится одной из надежных опор России, ее крепким экономическим тылом. Экономика республики усиливает свои лидирующие позиции на Дальнем Востоке. Из года в год обновляются рекорды по добыче нефти и газа, удерживается стабильный объем добычи алмазов, угля и золота. Развитие Арктики, появление горнопромышленного кластера, атомной станции малой мощности, строительство дорог, отметил Айсен Николаев в ходе ежегодного послания. Стратегическая задача на ближайшую перспективу – это ускорение строительства автодороги Яна, которая свяжет огромные территории от Найбы в Северно-Ледовитом океане до Хандыги на федеральной дороге Колыма с выходом к Охотскому морю. Промышленный рост оказывает сейчас прямое влияние на качество жизни населения. Программа газификации реализуется опережающими темпами. Количество районов и населенных пунктов увеличено за счет того, что подключаются таковые по ходу трубопроводной системы. В ближайшие месяцы стартует строительство Ленского моста. Ввод объекта запланирован на 2028 год. Айсен Николаев отметил, что в этом году с завершением проектирования получены первые решения по объемам федерального финансирования. Также сформированы земельные участки и переустроены инженерные сети. 50-м мостом, построенным в республике за 5 лет, стал новый мост через реку Нюя в Ленском районе, который открылся 7 ноября. В следующие 5 лет должно быть построено еще 50 новых мостов через реки Якутии. Патриотическое воспитание молодежи – залог будущего Отечества. Этому важному аспекту в своем послании глава региона уделил отдельное внимание. Айсен Николаев поручил правительству региона ускорить создание молодежного центра «Патриот», миссией которого будет координация всех форматов патриотического воспитания, развитие добровольчества, информационного сопровождения, работы с молодежью. Мы планируем то, что данный центр будет расположен в городе Якутске и будет в центре, наверное, да, и будет как-то в этом направлении со всеми очень плотно работать, особенно по межведомственным направлениям. В фокусе внимания не только лечение, но и сбережение и укрепление здоровья якутян. Айсен Николаев поручил расширить работу мобильных бригад во всех отдаленных и труднодоступных местах республики, усилить узкими специалистами с возможностями проведения экспресс-диагностики и оказания специализированной медпомощи. В числе задач на следующий год в сфере здравоохранения технологическое перевооружение и цифровизация отрасли.
У нас есть планы как раз по развитию активного долголетия. Поставлено в своем послании, Александр Сергеевич сказал, что будут поддержаны муниципалитеты, у кого будут проекты по развитию активного долголетия. Это очень хорошо. У нас есть ряд проектов, которые мы будем уже совместно с республикой выполнять. И я думаю, в 2024 году вы увидите первые результаты. Особое внимание в социальной политике следующего года уделять детям. Глава Якутии объявил наступающий 24-й годом детства в республике. Главными направлениями станут полный охват углубленной системой диспансеризации, организация охраны здоровья в школах, витаминизация детей, снижение рисков инфекционных заболеваний, охрана психологического благополучия каждого ребенка и, конечно, создание здоровой среды и условий для их физической активности. Это всестороннее развитие наших детей. Поэтому вот аналог Пушкинской карты, который распространяется для подростков и молодых людей с 14 лет. И такой же будет аналог карта юного жителя Якутии для детей с 7 до 13 лет включительно. Уже сегодня можно с уверенностью сказать, что ни один ребенок в регионе не останется без внимания. И с вкладом в каждого маленького жителя Якутии будет увеличиваться и вклад в развитие будущего республики. Петр Васильев, Владимир Павлов, Якутск. В Якутии запустят пилотный проект по содействию занятости подростков «Моя первая зарплата». Об этом глава региона также сообщил во время оглашения ежегодного послания. Проект планируют запустить с 1 июня следующего года. Он будет основан на базе механизма социального контракта. Глава Якутии также обратил внимание, что у всех детей должны быть возможности для подготовки ко взрослой жизни. Старшеклассники должны иметь возможность еще в школе получить свою первую профессию. Айсан Николаев поручил правительству совместно с муниципалитетами организовать профессиональное обучение желающих ребят из старших классов с предоставлением образовательного сертификата на 20 тысяч рублей. Послание Айсена Николаева Госсобрания Илтумен, безусловно, стало главным событием уходящей недели. Прямую трансляцию нашего канала увидели жители со всей республики. И вот какие мнения звучали в Ниренгринском районе. То, что понравилось, это обращение нашего главы Айсена Сергеевича Николаева. То, что он как бы уже уделил свое внимание на наш район, и очень понравилось обращение про газификацию. Для себя я могу сказать, что мне очень понравилось, что объявили год детства. Вообще детству уделяется и так очень много внимания. Я знаю, что у нас в городе, в районе ремонтируют больницы, ремонтируют школы, закупают всякие оборудования, компьютеры и так далее, чтобы детишки могли развиваться, быть современными, коммуникабельными. Вот. А тут вдвойне будет приятно, если будет еще большое внимание тем же самым нашим детям и одиноким мамочкам. Это ж приятно. Глава Якутии учредил премии для победителей и призеров всероссийских олимпиад школьников. Сумма выплат составит 500 тысяч рублей победителям и 100 тысяч рублей призерам финалов всероссийских олимпиад школьников. Напомню, вознаграждение предусмотрено за каждое звание победителя или призера. В 2023 году единовременную выплату школьники получат до 31 декабря, а с 2024 года она будет осуществляться ежегодно 1 июня. Само название того года, который у нас будет. Это год детства. Это, конечно, здорово и замечательно. Это перекликается со второй для меня позиции. Это вот образование, потому что действительно столько новых замечательных идей у нашего главы республики в части поддержки одаренных ребят. Да, очень была удивлена в таком хорошем, приятном смысле, что начиная с следующего года наши ребята, которые станут призерами либо победителями всероссийских олимпиад, будут получать такое значительное денежное вознаграждение, поощрение. Это 500 тысяч победитель и 100 тысяч это участник, призер олимпиады. Это, конечно, очень здорово, будет мотивировать ребят на вот такую тягу к науке. Это, конечно, возможность обучения ребят из многодетных семей. Тоже такое новшество в послании главы республики. Это 50 тысяч рублей для того, чтобы получить образование, если есть какие-то проблемы в семье. В 2024 году необходимо обеспечить запуск не менее 20 сертифицированных детских экскурсионных и туристических маршрутов. Такое поручение озвучил в послании глава Якутии. В Ангаласском районе уже начата работа по этому направлению. Создание детских турмаршрутов курирует Управление образования района совместно с Центром доп. Образования детей. Месяц с лишним назад
планировали эту работу вместе с Центром дополнительного образования детей. У нас уже разработаны маршруты. Ранее эти маршруты не были реализованы, но у нас уже есть договоренность с туристической фирмой из города Якутска. И, надеюсь, и тем более после послания Илдархана мы будем реализовывать данный проект. Кроме того, глава Якутии поручил НВК Саха создать детский телевизионный канал в следующем году. Маленькие жители республики должны иметь возможность смотреть на родных языках познавательные передачи на русском, якутском языках, на языках коренных малочисленных народов Севера, сказал Айсен Николаев. Глава отметил, что юные якутяне на детском телеканале смогут смотреть развлекательные программы, фильмы и мультфильмы, благодаря которым будут развиваться творчески, расширять свой кругозор. Ежегодно озвученные главой нашей республики тезисы становятся основой для нового развития нашей республики, новые вехи. И они, конечно, всегда традиционно касаются наших людей, наших жителей, наших детей. И отрадно, что в этом году, год 2024 станет годом детства, годом наших детей, нашего подрастающего поколения. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Главную ледовую переправу из Якутска в Нижний Бестях планируют открыть 5 января. Исходя из погодных условий и фактического состояния льда, срок может быть скорректирован. А уже накануне была открыта переправа Хатасы-Павловск. Если толщина льда позволит, то к началу следующей недели будет увеличение грузоподъемности до 20 тонн. В Нерюнгри сегодня открылся новый аэровокзальный комплекс. Его реконструкция велась в рамках нацпроекта «Комплексный план модернизации и расширения инфраструктуры», инициированного президентом России Владимиром Путиным. На следующий год запланировано завершение модернизации еще нескольких аэропортов. Тему продолжит Иван Лазаренко. Коллеги, приветствую. Что ж, действительно историческое событие, которого ждали много лет не только жители Нерюнгринского района, но и всей нашей республики. Сегодня здесь, в Нерюнгри, состоялось торжественное открытие нового аэровокзального комплекса. Торжественное мероприятие прошло с участием главы республики Айсена Сергеевича Николаева, а также правительства региона, представителей Росавиации и ветеранов отрасли. Отмечая важность этого события, глава республики отметил, что это уже 10-й аэропортовый комплекс, который введен в эксплуатацию за последние несколько лет. И, конечно же, сегодняшнее событие стало ярким событием уходящего года. Предлагаю послушать, о чем еще говорил глава. Появление нового аэровокзального комплекса здесь, в Нерюнгри, это огромный шаг в повышении качества обслуживания и авиапассажиров. И, конечно же, это улучшение транспортной доступности Нерюнгринского района, всей Южной Якутии. Мы долго шли к этому, и вот благодаря решениям правительства Российской Федерации, благодаря огромному плану по модернизации позволит нам уже еще более быстрее развивать территорию Южной Якутии. Ну и, конечно, еще раз подчеркну, я очень рад за нерюнгринцев, которые сегодня наконец-то получили уже через много десятилетий настоящий аэровокзальный комплекс, которого достойна столица Южной Якутии. Новый аэропорт на самом деле имеет потрясающие возможности для сегодняшнего дня и для дальнейшего развития. Взлетно-посадочная полоса она позволяет обслуживать все современные типы воздушных судов, исходя из своих прочностных геометрических характеристик. И новый аэровокзал, который мы сегодня в торжественной обстановке вели, он продолжает развитие аэропортового комплекса. Новый аэровокзал также приспособлен к обслуживанию всех современных типов воздушных судов. И, соответственно, все теперь пути развития современной гражданской авиации, дальние магистральные воздушные суда, средние магистральные, ближние магистральные воздушные суда могут обслуживаться, могут развивать пассажиропоток, могут развивать туризм и могут помогать жителям Якутии становиться ближе к своим коллегам, друзьям и путешествиям.
Перейдем к другим темам. Со второго полугодия в Якутии вырастут тарифы на жилищные коммунальные услуги. Рост совокупной платы составит в среднем 9,5%. Об этом сообщил председатель Госкомцен Республики Николай Бочков. В первом полугодии цены на услуги ЖКХ меняться не будут, но по прогнозам с 1 июля тарифы в среднем по нашей республике на теплоснабжение вырастут на 16,8%, на водоснабжение почти на 20%, на водоотведение на 22%. При этом граждане, а также малый и средний бизнес в Якутии защищены законом о льготных тарифах. Поэтому средний индекс роста платы граждан за услуги ЖКХ составит 9,5%. Все можно. Якутия станет пилотным регионом страны для тестирования сервисов аварийного оповещения и мониторинга транспортных средств без использования сотовой связи. Тесты проведут на базе госинформационных систем «Эра ГЛОНАСС». Реализацию проекта обеспечит научно-образовательный центр «Север» и компания «ГЛОНАСС». Соглашение подписано руководителями организации в присутствии главы республики, председателя наблюдательного совета Центра «Север» Айсена Николаева. Развитие российских технологий связи обеспечит импортонезависимость решений для повышения безопасности перевозок и снижения транспортно-логистического неравенства для территорий, где отсутствует покрытие сотовой сети. Благодаря финансированию компании «Алроса» второй год реализуется проект по исследованию влияния лесных пожаров на экосистему Якутии. 2 года якутские ученые изучали и анализировали места пожарищ, и сегодня уже могут сказать, нужно ли бороться с лесными пожарами, каково их влияние на экологию и как помогать лесам восстановиться. О том, что нового интересного выявили ученые, узнавала моя коллега Даяна Федорова. Проект амбициозный, масштабный. Научные сотрудники Института биологических проблем и криолитозоны не только исследовали сами процессы, влияющие на возникновение пожаров или восстановление лесов после стихии, но и изучили фондовые данные состояния лесов, места пожарищ и проанализировали полученные данные. Еще никогда ранее на территории Якутии не была изучена геохимическая составляющая и влияние лесных пожаров на животный мир. В течение 2 лет учеными было выполнено более 100 химических анализов, по итогам которых были выявлены интересные закономерности. Оказалось, что после лесных пожаров не так сильно страдают крупные животные, а вот мелкие, конечно, им некуда деваться практически, и они в первую очередь страдают. Но в то же время мышевидные грызуны, они имеют очень высокую плодовитость, они быстро восполняют те потери, которые наносит катастрофический лесной пожар. Большое количество тепла при пожаре приводит к оттаиванию вечной мерзлоты. В таких местах изменяется ландшафт и растительность, после чего появляются термокарстовые просадки. Летом этого года ученые работали и на территории Ленских столбов, где проводили исследования по изучению восстановления леса после пожаров. Ими были изучены лиственничные леса, которые горели в разные годы. Установили, что, в принципе, восстановление после пожаров в сосняках происходит более-менее удовлетворительно. Особенно там, где проходили низовые беглые пожары. Именно низовые беглые. Потому что они не затрагивают сильно древостой. Древостой остается на корню, живой. А погибает только нижняя часть. Специалисты утверждают, что естественному восстановлению леса после пожара подлежит около 95%. При этом основной упор необходимо сделать на содействие восстановлению леса. Например, за появляющимися отростками и насаждениями необходимо вести определенный уход. Однако есть и исключения. Для определенных типов леса подходит метод искусственного лесовосстановления. Алроса продолжит вести исследования, которые помогут в дальнейшем принимать правильные меры по восстановлению лесов в Якутии, а также сохранять хрупкий экологический баланс. Даяна Федорова, Павел Пахомов, Якутск. В Якутске прошло контрольно-проверочное пожарно-тактическое учение в новом физкультурно-оздоровительном комплексе «Сулус». Мероприятия подобного характера в нашей республике проходят ежегодно. Подробнее о ходе учений смотрите в нашем следующем сюжете. По легенде, произошло возгорание лёда заливочной машины. К месту условного пожара были стянуты силы городского подразделения пожарного гарнизона, пожарно-спасательных частей 1, 3, 6, специализированной пожарной части, а также полиции и скорой помощи. Так, с 3-й пожарной части были задействованы 12 человек личного состава. Данный объект находится в нашем районе выезда.
У нас сегодня проводились учения для отработки, так сказать, практических навыков, теоретических знаний. В общем, результат учений обсуждает вот сзади меня, как бы вышестоящее руководство, после чего будет вынесена оценка данному мероприятию. По регламенту было выполнено боевое развертывание для поиска и спасения пострадавшего, а также одновременного тушения пожара. По словам Григория Колдакова, все действия были выполнены в полном объеме, все поставленные цели и задачи были достигнуты. Эти учения являются оценкой деятельности подсистемы и пожарных подразделений по итогам года, по итогам тренировок, по итогам занятий. Высшей степенью подготовки. Так как это объект новый, мы отработали все действия по эвакуации гостителей, персоналов и тушению пожара. Учебно-методические сборы проходят ежегодно и служат подведением итогов за прошедший период. Пожарно-технические учения, как правило, могут проходить несколько раз в год и проводиться в нововведенных объектах. Действия отрабатывались личным составом Якутского пожарно-спасательного гарнизона. Всего привлекалось 11 единиц техники, более 50 человек личного состава. Отработаны водные по поиску пострадавшего, который находился у нас на объекте. Все действия отработаны в полном объеме, замечаний нет. В ходе учений было отработано взаимодействие всех экстренных служб. Руководством Главного управления МЧС по Республике Саха-Якутия была дана положительная оценка. Вероника Таюрская, Павел Пахомов, Якутск. Мэр Якутска Евгений Григорьев подвел итоги года на уходящей пресс-конференции. Журналистов пригласили в ангар МУП ЕПАК, ведь актуальной темой уходящего года является маршрутная система столицы. Так, в следующем году планируют начать реализацию проекта «Новые маршрутные сети». Что в него входит, разбиралась моя коллега Даяна Федорова. В следующем году планируют ввести проект под названием «Новые маршрутные сети». Всего данный проект планируют реализовывать в 3 этапа в течение 3 лет. Будут введены 4 схемы движения маршрутов – магистральные, подвозные, городские, пригородные. В магистральном маршруте будут задействованы вместительные автобусы. В прошлом году приобрели 100 единиц техники, каждая вмещает до 90 пассажиров. В этом году 15 вместимостью до 123. Поступает ряд жалоб от населения по маршрутам 1, потому что очень низкий коэффициент выхода техники. И руководством окружной администрации принято решение заместить их муниципальным предприятием. После январских праздников продолжим. Выйдем дополнительно еще 2 автобусами. Итого будет включить на данном маршруте 4 автобуса. Далее планомерно продолжим и заместим полностью единицу. В ходе пресс-конференции Евгений Григорьев отметил, что в следующем году планируют присоединить автобусы МУП ЕПАК на городские маршруты. Данное решение принято в связи с новой схемой движения автобусных маршрутов под номерами 16 и 1 в Якутске. Они будут двигаться по основным магистральным дорогам большим, то есть как Автодорожная улица, улица Дзержинского, проспект Ленина, автострада 50 лет октября. Будут предусмотрены также подвозные маршруты, которые будут перевозить людей с периферии, то есть со спальных районов до магистральных маршрутов, после чего люди спокойно могут бесплатно будут пересаживаться на тот маршрут, который им нужен будет. Одним из самых значимых событий в столице стало завершение 3-летки по благоустройству дворовых территорий. Евгений Григорьев также отметил, что изначально планировали облагородить 45 дворов многоквартирных домов, а по факту за 3 года ввели в работу 128. Здесь хочется поблагодарить Юрия Петровича Трутнева за программу «1000 дворов на Дальнем Востоке», а Арсения Сергеевича Николаева за программу «Мой двор», которую реализовали здесь в помощь 3-летке благоустройства. Поэтому здесь все эти 3 события вылились в тот результат, что мы сделали в 3 раза больше, чем планировали. Основной задачей 3-летки следующего года стала реализация мастер-плана Якутска. Впереди улучшение общественного транспорта и инфраструктуры. Так планируют построить около 90 объектов. В него войдут школы, детские сады, больницы и спортивные объекты. Даяна Федорова, Аэлита Махно, Якутск. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами.
Это итоги недели, мы продолжаем. В республике более 2 лет подряд пилотно внедряется федеральный закон о социальном заказе на оказание госуслуг. Так нуждающимся бесплатно предоставляют услуги в сфере соцобслуживания на дому и в полустационарной форме, а также в получении профессионального образования. Тему продолжит Марферина Алексеева. Абилитационный центр «Особый ребенок» – один из заведений, который вошел в реестр поставщиков социальных услуг. В центре занимаются дети с ограниченными возможностями от 4 до 18 лет. В основном у всех расстройства аутического спектра и тяжелые формы психоречевого нарушения. Услуги оказываются в полустационарной форме. Благодаря субсидии социального заказа бесплатные ежедневные занятия получают 13 детей. В абилитационном центре «Особый ребенок» дети занимаются с дошкольного возраста. Как видите, в этой группе занимаются 4 ребенка и 2 специалиста – дефектолог и психолог. Дети получают весь комплекс коррекционных услуг, педагогических и социально-бытовых. И в это время работает еще дефектолог, который берет на индивидуальные занятия. И в итоге показывает, что динамика развития у детей идет в лучшую сторону. Для граждан пожилого возраста социальные услуги предоставляет Центр якутского долголетия при поддержке медицинской клиники «Аврора». Здесь получатели услуг имеют возможность пройти медицинское обследование, прием узких специалистов, общий массаж по авторской методике. Также реализуется обширная развлекательная программа. В своей поликлинике я не могу, например, получить сразу вот эти вот медицинские вот такие процедуры. Потому что там надо ждать очередь, а тут, пожалуйста. Нам сделали и анализы, нам сделали, значит, УЗИ. Очень много узких специалистов приходилось. Есть кардиолог, невролог, то, что нам необходимо. Да? Здесь очень хорошо вот, учитывают то, что вот, необходимо пожилому человеку. Да? Попеть, потанцевать. А где еще попоешь и потанцуешь, да? Здесь не только вот здоровье лечишь, да, но и эмоционально получаешь такой хороший импульс для того, чтобы дальше вот продолжать жить. В качестве апробируемых государственных услуг выбрано предоставление социального обслуживания в полустационарной форме, социального обслуживания на дому, профессионального обучения и дополнительного профессионального образования для безработных граждан, включая обучение в другой местности. В текущем году в целом по этим формам обслуживания получили услуги почти 5500 граждан. Социальный заказ исполняется конкурентным и неконкурентным способами. Под неконкурентным способом подразумевается исполнение путем утверждения государственных заданий. К конкурентному способу относится конкурс и исполнение использование социального сертификата. Идет здоровая конкуренция, когда гражданин путем сертификата имеет право принять решение о получении услуги в той или иной организации, и это решение он принимает самостоятельно. Вот таким образом мы говорим о том, что на сегодня путем сертификата большая часть услуг у нас оказывается в негосударственном секторе. В настоящее время рассматривается возможность апробации механизмов реализации социального заказа в таких сферах, как физическая культура и спорт, туризм и здравоохранение. Марферина Алексеева, Григорий Охлопков, Якутск. Но туризм в Якутии развивают индивидуальные предприниматели. Семья Скрябиных запустила собственный бизнес на средства гранта, выделяемого в рамках президентской программы «Туризм и индустрия гостеприимства». Выиграв сумму в размере 1 650 000 рублей, они намерены приложить все силы, чтобы развить семейное дело. Подробности расскажет Марина Захарова. Президент России Владимир Путин отметил, что все больше людей предпочитают отдыхать именно в России. Есть повышенный спрос в области внутреннего туризма. И это дает хороший стимул к развитию как самой туриндустрии, так и смежных отраслей в регионах. Якутия, как обладательница уникальных природных достопримечательностей, имеет хороший потенциал, который необходимо развить. Безусловно, суровый климат Якутска, Анадыря и Магадана требует особых подходов к освоению этих территорий. Вместе с тем, уникальная природа этих мест привлекает туристов. Это очевидно. В этом смысле у данных территорий есть и огромные возможности. Конечно, для наращивания туристического потока нужно совершенствовать индустрию гостеприимства, строить гостиницы, улучшать качество сервиса. В целом, заниматься благоустройством. В Якутии действует 27 туроператоров и реализуется более 170 туристических продуктов. Работают 218 коллективных мест размещения, гостиницы, турбазы, из которых 18 открылись в прошлом году.
В скором времени будет построено еще несколько объектов, чтобы сделать пребывание гостей нашей республики наиболее комфортным. Мы и дальше продолжаем привлекать туристов соседних регионов. По итогам прошлого Восточного экономического форума было подписано более 5 соглашений с регионами, что позволило нам привлечь туристов соседних регионов. И по итогам 2023 года мы уже видим наплыв предпринимателей, которые реализовывают путевки. И тем самым более 30 тысяч туристов соседних регионов посетили наш национальный праздник ИСЭХ. Это очень хорошее мероприятие по стимулированию экономики малых предприятий, которые создают дополнительные рабочие места в сфере туризма. Объекты строятся, и надо позаботиться также и о культурном наполнении. Разработка турмаршрутов, создание электронных путеводителей, мобильных приложений, аудиогидов, открытие магазинов со специализированным снаряжением решили оставить средним и малым предпринимателям. Ключевыми источниками государственной поддержки в таком деле являются президентские проекты «Туризм и индустрия гостеприимства», а также малое и среднее предпринимательство, которые Владимир Путин инициировал в 2019 году. Благодаря им, к примеру, семья Скрябиных, герои нашего сюжета, смогли расширить свой бизнес, которым они занимаются с 2018 года. Для начинающих бизнесменов очень полезно, и которые держатся на плаву, допустим, не могут сами в связи с недостачей финансов не могут сами развивать свой бизнес. Многие якутяне все чаще отдают предпочтение отдыху на дикой природе. Чтобы он прошел со всеми удобствами, людям нужны палатки, печки в зимнее время, удочки и иные снасти. На помощь в таком случае приходит круглогодичный прокат снаряжения. Именно этим и занимается семья Скрябиных, выигравших грант в размере 1 миллиона 650 тысяч рублей. Данная программа у меня для расширения, так как мы давно работаем, поэтому будет много интересных разнообразий снаряжений. Сейчас на стадии закупки палатки, все снаряжения, мебель, лодки, все, абсолютно все. Данный бизнес у семьи не единственный, они также открыли свое ателье. Один из 3 филиалов специализируется на тяжелых материалах, и в его обязанности входит также пошив палаток и портативных гаражей, которые можно будет взять в аренду. Ателье наше тоже помогает этому бизнесу, именно по прокату, да. Мы шьем различные палатки, авточехлы для машин. Скоро будем, как Иван говорил, да, в якутском стиле все делать и сдавать это все в прокат. В дальнейших планах у семьи Скрябиных открытие магазина туристических товаров, так как они видят, что спрос на них в республике растет. Действительно, в прошлом году общий туристический поток составил более 237 тысяч человек, что является рекордным показателем. Марина Захарова, Иван Сорокаумов, Якутск. Счастье, как известно, нельзя купить, а вот поделиться им очень даже можно. В этом убедились и жители Алдана, побывав на предновогодней ярмарке счастья, проведенной местными мастерицами. Только удовольствия и удачи подчеркнули наши коллеги. Множеством оттенков красок заиграл праздник творчества и созидания. В одном из залов Дома культуры развернулась предновогодняя ярмарка счастья. Великолепие созданных своими руками шедевров на суд честного народа представили алданские рукодельницы. В наступающем году клуб мастериц отметит 5-летний юбилей. Объединение в коллектив даровало каждой умелице импульс к новым творческим поискам. Я люблю дарить людям радость. Мне очень нравится, когда все улыбаются вокруг, чтобы у всех было хорошее настроение. Я всех поздравляю с наступающим Новым годом. У нас прекрасная складывается ярмарка. Мы проводим мастер-классы. У нас очень хорошая команда. Председатель клуба Наталья Труфанова – признанный мастер плетения из бумажной лозы. Изготовление гипсовых сувениров и свечей для нее стало следующей ступенью в творчестве. Каждое изделие автор наполняет особым смыслом. Например, свеча-берегиня предназначается для того, чтобы защитить хозяйку дома и даровать ей благополучие. А кошка-бастет очищает жилище от негатива. Человек творческий всегда развивается. Хочется одно освоил, хочется чего-то нового. Когда я в Крыму отдыхала, я познакомилась со свечеварами. Я очень увлеклась свечами, и мне настолько это все понравилось. И вот я с лета занимаюсь свечеварением.
Елена Кондрашова состоит в клубе мастериц с начала его основания. Рукодельница работает в разных направлениях, а жемчужинами коллекции Елена называет изделия, выполненные в технике валяния и мыло ручной работы. Мыловарением Елена занимается без малого 10 лет. Я туда добавляю всевозможные масла, всевозможные одушки вкусненькие, витаминки А и Е, чтобы все-таки польза была от мыла. Ну, в общем-то, вот как-то так. Старые меховые вещи у Людмилы Максименко не залеживаются, она дает им вторую жизнь. Идут в дело и собранные во время летних прогулок шишки. На ярмарку счастья мастерица взяла лишь небольшую часть сувениров и игрушек. Шедевры своей коллекции Людмила представила гостям с необыкновенной теплотой. Как я говорю, банда моя. Вот. Это все шишки сделанные, обвязаны просто. Ножки связаны, ручки конфетки, шапочки связаны. Все это приклеивается на клей, и вот такая получается, как фигурка. Атаманы, я их называю, моя шайка-лейка. Стихия увлеченности, как известно, безгранична. Ранее, достигнув высот в технике декупаж, Юлия Гаврилина освоила пошив сумок и свечеварение, а также создание ватной игрушки. Это дело непростое. На одну такую фигурку мастер затрачивает несколько дней. Эти игрушки, да, они очень долговечные, экологичные. Здесь только клейстер, который сама тоже варю, картофельные, значит, крахмал, и акриловые краски, и все, и вата. Для творчества и созидания преград не бывает, и гости празднества в этом убедились. Мастерицы щедро делились навыками со всеми ценителями прекрасного на проходивших в рамках ярмарки мастер-классах. Вообще яркое впечатление, столько всего интересного, своими руками сделано. Вязаные игрушки, свечки, вот даже детей учат, очень даже интересно. Хочется даже попробовать что-то такое сделать, да, действительно. Желание сразу такое, вот хочется попробовать игрушку связать. Как известно, счастье нельзя купить, а вот подарить его очень даже можно. В творчестве человек увлеченный черпает истинное наслаждение, воплощая затем его в своих произведениях. Представив великолепие шедевров на ярмарке, мастерицы поделились этим счастьем с земляками. Татьяна Вахнина, Сергей Шипачев, Александр Лукин, Алдан. Сказочный дом открывает свои двери. В Нерюнгри начала работать резиденция Деда Мороза. Для посетителей это не только атмосферная экскурсия, но и увлекательные мастер-классы, зажигательные танцы и, конечно же, новогодние подарки. Тему продолжат мои нерюнгринские коллеги. Конечно, это небольшой двухэтажный терем Деда Мороза в Великом Устюге, а всего лишь небольшой теремок, где расположена резиденция Деда Мороза в Нерюнгри. И само здание, оно напоминает не обычный дом, а какое-то сказочное жилище. Увлекательная экскурсия в резиденцию Деда Мороза начинается прямо у входа. Здесь гостей встречают сказочные персонажи. Познакомившись, приглашают хозяина праздника и его помощниц. Дед Мороз! Дед Мороз! Сегодня гости лично встретились с Дедом Морозом и Снегурочкой. Также здесь Снеговик, Карамелька, якутская Снегурочка Харчана. Для детей это не просто экскурсия, это целый праздник, организованный таким образом, чтобы каждый ребенок чувствовал себя счастливым. Вы любите подарки? Получать любите? Да! А вы знаете, как люблю дарить их я. Давайте, идите скорее. Такой новогодний праздник уже второй год организует Ассамблея народов Якутии совместно с работниками этнокультурного центра. Посетители – дети школьного и дошкольного возраста. Каждая встреча проходит на ура. Колоритный интерьер, сказочные герои и новогодняя елка. Такая атмосфера более тонко передает наступление праздника и волшебства. На протяжении всего года мы стараемся их привлечь к себе и приглашаем на разные мероприятия, чтобы их социализировать, независимо от разной нации, и с собой везде их ознакомливаем с обрядами, с культурными наследиями наших общин. И стараемся, чтобы дети эти чувствовали внимание от нас. В резиденции Деда Мороза нашлось время для развлечений и серьезных дел. Все гости приняли участие в мастер-классе по изготовлению елочных украшений. Обязательный пункт – фотосессия. Все желающие сделали на память фотографии, а после встали в дружный хоровод. Игры с Дедом Морозом тоже вызвали бурный восторг. Ну а зажигательные танцы стали завершающим пунктом развлекательной программы. Ребята, не скрывая эмоций, делились своими впечатлениями, которые запомнятся им надолго. Мне понравилось то, что сегодня мы встретили много
сюрпризов. Мы встретили Снегурочку, мы встретили Деда Мороза. То, что мне все понравилось, то, что нам сделали сюрприз небольшой. Сегодня было очень весело, круто. Мне понравился воздушный шар, в котором мы фотографировались. Мне понравились люди, которые играли персонажей. И мне очень сильно понравился Снеговик и Карамелька. Вот. Мне понравилось, как мы фотографировались в шарах, подарки, Дед Мороз, Снегурочка, все остальные. После игр и танцев ребята пообщались с Дедом Морозом, рассказали ему стихи, поделились успехами и, конечно, получили сладкие подарки. Ирина Жданова, Вадим Барашков. День за днем. Якутия. Продолжим подводить итоги минувшей недели после небольшой паузы. Оставайтесь с нами. Это итоги недели, мы продолжаем. Администрация Ленского района дала старт благотворительной акции «Елка добра» в поддержку детей мобилизованных, находящихся в зоне спецоперации. В этом году акция проводится во второй раз, принимают участие руководители учреждений и предприятий города. Подробности у Светланы Балеевой. Акция проходила в районной администрации. «Елка добра» была установлена в актовом зале. На 3-метровой зеленой красавице вместе с игрушками конверты. В каждом фамилия и имя ребенка, пожелание которого предстоит выполнить. В том году мы, получается, собирали пожелания детей. Нынче мы, получается, уже от себя лично, например, кто кому хочет что подарить, например, по спискам. Школьникам мы постараемся в школе подарить. Сегодня также мы учли тех детей, которые нынче у нас родились. Это, получается, есть и груднички. Мы отработали центральной районной больницей, чтобы, например, никого нынче не забыть, чтобы всем нашим детям достались подарки. А выполнять новогодние желания детей предстоит руководителям учреждений и предприятий города, предпринимателям и депутатам. Во время акции многие из них находились в зале. Они по очереди подходили к новогодней еле и снимали письма. Первым к «Елке добра» вышел глава района Александр Черепанов. Он снял 3 конверта с фамилиями детей. Ему предстоит исполнить желание 2 ребят-дошкольников и 1 школьника. У нас порядка больше 180 детей. Необходимо поддержать их в это трудное время. Я всегда считаю, что наш район, Ленская земля, полна отзывчивыми, добрыми людьми. Действительно, так и есть. Всех хочу поблагодарить и продолжить участие. Все приглашенные снимали по несколько писем. Были такие, у кого оказывалась их целая стопка. Начальник районного управления образования взяла 24 письма. Все они будут переданы руководителям школ и детских садов, которые изъявили желание принять участие в акции, но не смогли присутствовать на торжественной части. Мы никого не забудем, мы всех обязательно должны поздравить. Ну, это самое маленькое, что сегодня мы можем сделать, потому что, сами понимаете, чтобы нашим детям было приятно, нашим братьям, отцам, которые там находятся, чтобы тоже было приятно, что о них думают, об их детях в первую очередь, об их семьях в первую очередь думают. Елена Олейник, руководитель центра «Мои документы», тоже стала одной из участниц «Елки добра». Девушка рассказала, что к выбору подарка нужно подойти очень ответственно. В первую очередь, чтобы подарок пришелся по душе, узнать об интересах ребенка. Этим она и займется уже сегодня. Участвуя в этой акции, я взяла с елочки конвертик, где указано, что подарок я подарю Ксении, которая учится в 3-й школе. И я буду рада исполнить ее желание. Очень надеюсь, что она будет немножечко счастливее от того, что в Новый год исполнится ее мечта, возможно. Каждый ребенок верит в сказку и новогоднее чудо. Дело взрослых – сохранить эти впечатления у детей как можно дольше. И эта задача сегодня стоит перед участниками акции. Все подарки будут вручены адресатам до 31 декабря. Светлана Балеева, Виталий Андреев, Ленск. В Национальном художественном музее открылась выставка Иннокентия Корякина, посвященная юбилею художника. На выставке представлено 50 картин, половина из них работы этого года. Подробнее о картинах расскажет моя коллега Марфирина Алексеева. Иннокентий Корякин – художник-живописец родом из Татинского Улуса. Продолжает династию художников. Его отец Иннокентий Корякин – известный живописец, один из авторов иллюстрации Олонхо Нюргун Ботур Стремительный.
Иннокентий Иннокентьевич органично воспринял наследие отца и стал продолжателем его дела. Однако у художника есть узнаваемый авторский стиль. Его искусство, оно очень светлое, доброе, поэтому, наверное, его очень любят жители Якутии. Современное искусство Якутии, оно базируется на национальных истоках. И характерным примером является творчество Иннокентия Корякина, когда современный молодой живописец обращается к преданиям, к народному фольклору, переосмысливает и изображает героев на своих холстах. Герои произведений Иннокентия Корякина – самобытные колоритные персонажи, вызывающие улыбку, посвященные темам старинного уклада саха и связанным с традиционным укладом якутской деревни. Я люблю больше прошлый век показать. 17-й, 18 век, да? Вот когда именно вот этой цивилизации не было такой современности. Как говорят, аутентичный, да? Именно вот это я хочу показать своему народу. Художник вдохновляется нахождением на природе, общением с близкими и своей родной землей. В картинах он пересказывает свой пережитый опыт и фрагменты из жизни, изображая их в стиле быта прошлых лет. По летним впечатлениям, нынче очень ягодное лето было, очень много земляники было. И после 6 литров, я, можно сказать, сам лично собрал. Ах ты. И по этим впечатлениям вот эта картина появилась. Авторская выставка предоставляет возможность увидеть произведения, которые годами находятся в мастерской, как и, впрочем, сам мастер. Единственная связь с зрителем – это выставки. В экспозиционном пространстве зрители увидят полюбившиеся и совершенно новые живописные произведения. Сюжетно-тематические картины, завораживающие пейзажи, великолепный натюрморт и портреты самых дорогих и близких людей. Выставка продлится до 4 февраля и будет интересна всем ценителям и любителям искусства. Марфирина Алексеева, Иван Царкаумов, Якутск. Детский хоккей «Алдана» открыл летопись новейшей истории в развитии данного вида спорта. Впервые в новом ледовом комплексе на официальном уровне прошли соревнования по хоккею с шайбой среди детских команд. Продолжит тему Руслан Павлов. Крытый физкультурно-оздоровительный комплекс с ледовым катком был запущен в Алдане в ноябре прошлого года. Спортивный объект возведен по программе «Газпром детям». И именно дети и подростки здесь главные посетители и обитатели. Сегодня в ФОКе работает несколько спортивных секций. Их посещают порядка 150 ребятишек. А за время работы комплекс пропустил более 22 тысяч человек. В настоящее время хоккеем у нас занимается более 100 детей, шорт-треком порядка 30. Надеемся, что в ближайшей перспективе нам удастся открыть отделение фигурного катания, которое тоже пользуется большим спросом среди населения, но в отсутствии квалифицированных тренерских кадров необходимо привлекать их из других регионов Российской Федерации. За год удалось сформировать хоккейную детскую команду, выставить ее на соревнования регионального уровня и, главное, провести их у себя дома. В предновогоднем товарищеском турнире по хоккею с шайбой хозяева принимали сборные Якутска, Нерюнгри, Тынды. На лед вышли 10-летние мальчишки, будущее республиканского и дальневосточного хоккея. Мне 10 лет, я хожу на хоккей уже 2 года. Из этих 2 года мне очень нравится хоккей, потому что этот спорт очень сильный. Все нравится, как обустроено, хорошо, тепло там. Сейчас здесь развивается у нас уже в хорошем таком масштабе хоккей. Значит, появилось много желающих заниматься этим видом спорта. Гостей приняли тепло, а на льду дали им жару. Соперники, имеющие богатую историю детского хоккея, были удивлены организацией и подготовкой местной команды. Открытие таких арен, естественно, укрепляет наши отношения команд местных и областных. Популяризация хоккея идет, мастерство растет наших детей. Это уже хоккей не на открытых коробках, как мы раньше мерзли, а это уже хоккей более профессиональный, более командный.
Результаты круговых встреч не влияли на турнирную таблицу, однако все решалось в последней игре между алданскими «Золотыми соболями» и «Энергией» из Нерюнгри, где гости оказались сильнее. Бронза у «Полярных волков» из Якутска. Впрочем, игра игрой, а тренеры и спортсмены из других городов открыли для себя новую спортивную площадку, а главное – достойных соперников и претендентов на победы в лице алданских хоккеистов. Руслан Павлов, Александр Лукин, Алдан. Такой запомнится минувшая неделя глазами наших корреспондентов. Вы смотрели итоговую программу «Якутия. День за днем». Мы и дальше продолжим следить за развитием событий в республике и за ее пределами. Ну а я с вами прощаюсь. Всего доброго.